Гісторыя напісаная на монументах з граніту, каменя і мармуру. На трышынскіх могілках свой апошні прытулак знайшлі больш за 15 тысяч чалавек. Прадстаўнікі дваранства, купецтва, гарадскога кіраўніцтва. Сярод іх і магіла украінскага пісьменніка, этнографа і драматурга Олега Старажэнкі. Ён у апошнія гады свайго жыцця выконваў абавязкі стацкага саветніка. Як азначаюць спецыялісты, яго надмагільны помнік – адзін з добрых прыкладаў рэстаўрацыі. Астатнія патрабуюць больш пільнага догляду. Места погребения и наследие, которое сегодня есть в нашем городе, и приданы статус историко-культурной ценности, мы просто обязаны максимально уделять внимание по наведению порядка и поддержанию в должном санитарном состоянии тех мест погребения и тех наших предков, которые лежат уже в земле долгие годы. И, к сожалению, разрушаются могилы, к сожалению, и вандализм присутствует. Вот мы с этим должны и бороться, мы должны принимать всякие усилия, чтобы восстановить и сохранить вот это наследие. Это наша память. До добраўпарадкавання могілак часто долучаюцца і валанцёры. Сёння гэта прадстаўнікі дэпутацкага корпуса и организации города. Эта работа, она плановая, она началась не вчера, она началась 3 года назад. И вот именно депутаты городского совета взяли на себя инициативу, подготовили и концепцию. Мы эту концепцию приняли на сессии городского совета. Ну и опекаем, вот, скажем, Тришинское кладбище. Важно, наверное, то, что вот эта живая связь сегодняшнего дня и истории, она продолжается. Таксама узялі ў рукі рыдлёўкі і граблі прадстаўнікі маладзёжнага парламента. Гэта актыўныя юнакі і дзяўчаты навучэнцы устаноў горада. Яны адзначаюць, захаванне памяці – справа необходная. Как только нам сказали про субботник, мы, конечно же, безусловно, согласились и приняли участие. На данный момент с нами работает 15 человек из состава молодежного парламента. Эмоции, наверное, самые лучшие, самые позитивные, потому что, на самом деле, такую работу надо проводить, надо привлекать молодежь, чтобы они участвовали в таких мероприятиях. Трышынскія могілкі ўваходзяць у спіс гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. Зараз распрацавана канцэпцыя рэстаўрацыі і захавання помнікаў. У планах зрабіць тут турыстычны аб'ект и распрацаваць экскурсию. Стоит вопрос о том, чтобы создать здесь, за территорией кладбища, небольшого лапидариума, музея, куда будут надгробия особо высокохудожественные, надгробия известных лиц, будут поставлены в том виде, как и есть, то есть они будут законсервированы, а вместо них будут стоять муляжи из того же материала. Приоритет будет отдан, во-первых, личностям, известным похороненным, и художественным надгробиям, потому что кладбище – это не только место утилизации оболочек человеческих душ, это и архив под открытым небом, это и музей, это парк, сад мертвых, поэтому очень бережно будем относиться. У ближайших планах и усталяванне новой агароджы, рэстаўрацыя некаторых знакавых месцаў пахавання, высечка трухлявых дрэў. Усё пад пільным наглядам гісторыкаў. Таксама тут плануюць аднавіць Свято-Троицкую царкву, якая была знішчана ў 60-х годах мінулага стагоддзя. Евгения Мороз, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».